Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Юкшара. Сегодня в программе «Усилить координацию работы всех правоохранительных структур». Президент провел совещание в МВД. О медико-биологической безопасности населения возможность проведения международного научного симпозиума обсуждалась в Сухуме. Через слово к музыке музыкально-поэтический вечер в Пицунском храме. Рауль Хаджимба провел рабочее совещание в Министерстве внутренних дел. В нем принимали участие председатель Верховного суда Зураб Агумава, генеральный прокурор Алексей Галомия, председатель Государственного таможенного комитета Даур Кобахья и председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания. Президент поднял вопрос усиления ночного патрулирования городов и районов республики и дал поручение раз в неделю проводить внеплановые рейдовые мероприятия. Министру внутренних дел было предписано усилить меры ответственности в отношении граждан, систематически нарушающих правила дорожного движения, в особенности лиц, задержанных за вождение автотранспортных средств в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Рауль Хаджимба также поручил особое внимание уделить дисциплине сотрудников правоохранительных органов. Независимо от того, какую должность занимает нарушитель, правила дорожного движения едины для всех без исключения, сказал президент. Беслан Хакба предложил включать в суточную сводку доклада МВД президенту список всех должностных лиц, задержанных за нарушение правил дорожного движения. Особое внимание глава государства поручил уделить координации работы всех правоохранительных структур, сообщает пресс-служба президента. Вновь избранный атаман Сухумского особого казачьего отдела кубанского войска Владимир Москаленко был представлен сегодня президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Во встрече принимали участие глава президентской администрации Стамуртания, группа представителей Сухумского казачества. Подробности в репортаже Беллы Кварчи. Открывая встречу, президент поприветствовал собравшихся и поздравил Владимира Москаленко с избранием на пост главы Сухумского отдела кубанского казачества. Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что взаимодействие представителей казачества и исполнительной власти послужит только на благо нашей стране. У нас есть много задач, которые должны мы совместно решать. Те давние отношения, которые складываются у казачества с абхазским руководством, с абхазским народом, я думаю, как раз-таки будут полезны и будут нацелены на то, чтобы выстроить такие отношения, которые, во всяком случае, будут полезны в первую очередь всем нам вместе взятым. Хотелось бы, чтобы в последующем тоже у нас были все возможности для того, чтобы продолжить активную работу, совместную активную работу. Владимир Москаленко сменил на посту атамана особого Сухумского отдела Валерия Васильченко в мае этого года в результате отчетно-выборного сбора. Он уроженец Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Казаки рассказали президенту о том, какие, на их взгляд, необходимы преобразования в абхазском казачестве. В их числе учреждение должности куратора, представителя от казачества в руководстве страны, ремонт помещения штаба и, главное, изменение статуса абхазского казачества. Могилы предков наших здесь, и мы хотим быть казаками именно с Абхазии. Вот какой-то единый документ между абхазской стороной и кубанской стороной, чтобы мы были именно казаками Абхазии. Представители казачества республики также обеспокоены разделением казаков по разным организациям. К примеру, существует еще и Союз казаков Абхазии, который позиционируется как главная организация казаков нашей страны. Прибавление слова «особый отдел» в название Сухумского казачества не случайно. Оно подчиняется абхазскому, а не российскому законодательству. На сегодняшний день в рядах абхазского казачества состоит около 1300 казаков. Их представители отмечали, что были бы рады иметь свою форму с абхазской национальной атрибутикой. Рауль Хаджимба выразил готовность пойти навстречу пожеланиям казаков и рассмотреть все возможности для решения насущных проблем казачьего сообщества в Абхазии. Белла Кварчи, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Чемпионат Абхазии по футболу будет продолжен. Это стало известно после совещания президента страны с руководителями Федерации футбола и команд, участвующих в чемпионате. Рауль Хаджимба заверил, что финансирование чемпионата будет осуществляться в полном объеме. Президент страны также заявил, что будут выделены средства на проведение чемпионата мира КАНИФА. Мы должны тщательно изучить наши возможности, имеющуюся инфраструктуру и другие аспекты проведения столь масштабного мероприятия у нас в стране, сказал Рауль Хаджимба. Президент поручил первому вице-премьеру Шамилю Азанба совместно с Государственным комитетом по спорту и физической культуре и Федерации футбола подготовить материалы по данному вопросу для принятия окончательного решения. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.
Премьер-министр Артур Микваби представил коллективу Государственной миграционной службы Абхазии нового руководителя Алексея Аджинджал. Напомним, президент Рауль Хаджим 18 августа подписал указ о назначении Алексея Аджинджал начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия. Этим же указом Владимир Аршба был освобожден от исполнения обязанностей начальника Государственной миграционной службы на основании поданного им рапорта. Премьер-министр Артур Микваби отметил заслуги Владимира Аршба, генерала, который стоял у истоков создания миграционной службы Абхазии. Перед этой структурой стоят новые задачи, которые будет воплощать уже другой руководитель. Ваша структура должна работать более эффективно. В рамках того, что мы сегодня имеем в нашем государстве, идет на самом деле достаточно серьезная реформа. То, что касается вашего руководителя, он без работы не останется, он будет работать. Были несколько предложений, будет другие. Алексей Аджинджал отработал в структуре МВД Абхазии 25 лет. Он кадровый офицер, участник Отечественной войны народа Абхазии. 2 года, с 2012 по 2014 годы, был заместителем Станислава Лакоба, секретаря Совета безопасности Абхазии. Уволился вместе с ним в связи с несогласием проводимой политики паспортизации. Алексей Аджинджал поблагодарил руководство страны за оказанное ему доверие и отметил, что в первую очередь займется кадровыми вопросами и улучшением политики в сфере миграции. Я возьму на учет всех иммигрантов и иммигрантов, находящихся на территории Республики Абхазия. Я надеюсь, что люди с пониманием ко мне отнесутся, и я буду делать самое главное, все от меня зависящее для выполнения тех задач, которые мне поставил руководитель нашего государства. Сегодня миграционная служба Абхазии руководствуется положением. Соответствующего закона пока нет. Работа над ним ведется около 10 лет. Елена Лола, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках. Казбулат Хавребов и Вячеслав Чирикба подписали документ в Цхинвале в присутствии президента Южной Осетии Леонида Тибилова. Подписание данного соглашения является еще одним шагом, сближающим наши народы, заявил Вячеслав Чирикба. Президент Южной Осетии считает данное соглашение дополнением к тем договоренностям, которые уже были подписаны между республиками. Тибилов добавил, что встреча символична в преддверии празднования Дня признания России независимости двух стран. Вопрос возможности проведения международного научного симпозиума в Абхазии с 24 октября по 3 ноября обсуждался сегодня в Министерстве здравоохранения Абхазии на встрече министра Анзора Гова с академиком Российской академии медицинских наук Юрием Рахманиным. Во встрече также принял участие заместитель министра Батал Кация. Российский ученый приехал в нашу страну с предложением провести здесь 10-й международный симпозиум «Экология человека и медико-биологическая безопасность населения». О том, как прошла встреча и что включает в себя симпозиум, наш следующий репортаж. Здоровая окружающая среда Абхазии – то, чем мы можем гордиться. Но нельзя оставлять без должного внимания проблемы экологии, отходов и загрязнения вод. Научный симпозиум как раз является тем мощным направлением в профилактике оздоровления нашей среды. В этом и совпадают интересы Организационного комитета симпозиума с представителями Министерства здравоохранения Абхазии. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук и заслуженный деятель науки Российской Федерации Юрий Рахманин предложил провести международный симпозиум, посвященный вопросам удаления отходов, новым методикам защиты организма человека, изучению направления развития экологии, гигиены и медицины окружающей среды. Проблема загрязнений нарастает. Сегодня уже зарегистрировано 93 миллиона химических соединений, синтезированных человеком. Порядка 150 тысяч этих соединений активно используются человечеством. И, к сожалению, эта проблема влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека, она нарастает. Симпозиум прошел уже по всей Европе и вот добрался до Абхазии. Вместе с академиком к нам в гости пожалует целая группа из 70 представителей различных медицинских организаций. Тезисы научных докладов будут заблаговременно опубликованы в специальном издании. Самые актуальные из них прослушают и обсудят на заседаниях. Но большую часть времени председатель симпозиума планирует уделить различным поездкам, ознакомлению с системой водоснабжения и канализации, производству напитков и проблеме удаления отходов. Актуальность и ценность, она, безусловно, очень отрадна, что люди с высоким именем из медицины
они отдают такое серьезное внимание, должное абсолютно внимание медико-биологическим проблемам. Хотя они являются парамедицинскими, но тем не менее они очень важны, потому что на самом деле самыми ценными ресурсами в будущем действительно будет чистая еда, чистая вода и чистая экология. Министр здравоохранения Анзор Гов также выразил интерес к данному мероприятию и обещал проекту всяческую поддержку. Предположительные сроки проведения международного симпозиума с 24 октября по 4 ноября. Наталья Кабба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Все долги по оплате за потребленную электроэнергию у работников Черноморэнерго должны быть в ближайшее время погашены. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, такую задачу поставило руководство госкомпании перед начальниками различных подразделений на очередном рабочем совещании. Гендиректор госкомпании Аслан Басария напомнил своим сотрудникам, что у работников Черноморэнерго нет морального права требовать у населения оплаты за электроэнергию, в то время как у некоторых из них существуют долги по этим же счетам. Есть списки наших работников по неплатежам. В обязательном порядке после совещания соберите своих работников и поставьте перед ними задачу, что задолженности за потребляемую электроэнергию у работников Черноморэнерго быть не должно. Депутаты Сухумского городского собрания утвердили предложенные администрацией столицы тарифы на услуги спецавтохозяйства. Так, если сегодня с одного жителя столицы за вывоз мусора взимается 4 рубля, то с нового года придется платить по 27 рублей в месяц. По мнению начальника спецавтохозяйства, новые тарифы позволят качественно улучшить работу предприятия. Председатель собрания столицы Константин Пиля предложил начальнику коммунального управления включить в бюджет следующего года необходимые финансовые средства для увеличения количества рабочих и спецтехники. На заседании горсобрания также обсуждалась целесообразность установления закрытых евроконтейнеров во дворах многоэтажных домов вместо огромных открытых. Уже приобретены 50 евроконтейнеров. Тарифы нормальные, они в принципе терпимые и не очень нагружающие. Мы готовы по-честному даже платить даже больше, но мы хотим за это работу. Но главный вопрос – это вопрос неплательщиков. Платит 30-35% населения, которое ведет эту оплату. И эта проблема уже весь послевоенный период. И каких особых мер к ним юридического характера не применяться не может и не применялось. Но мы, наверное, сейчас в ближайшее время будем принимать решение не выдавать неплательщикам никаких справок, пока не увидим, что у них погашены задолженности по тем или иным по социальным платежам, коммунальным платежам. Сейчас за мусор оплачивали на маяке в здании спецавтохозяйства, что было очень неудобно. Вы сейчас, предлагая тарифы на повышение, мы сказали спецавтохозяйству, пускай делают услугу при домоуправлении, как минимум. Это самый главный вопрос. Я вывожу сегодня мусор, я делаю ремонт, я хочу прийти в домоуправление, заказать машину, там же оплатить, и тогда я не брошу его абы где. Мы сами тоже людей толкаем бросать твердый мусор то там, то тут строитель. Депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели также вопрос об установлении мемориальной доски памяти Гивика Муговича Агрба. Единогласно было принято решение об ее установлении на стене дома номер 53 по улице Гулия, где проживал герой Абхазии. Одна из главных визитных карточек Сухума – здание администрации с башенными часами. Несколько дней назад часы-куранты остановились. Здание, построенное больше 100 лет назад, давно нуждается в капитальном ремонте. Башенные часы расположены на чердаке. Прогнившие опоры постепенно начинают оседать. В результате был поврежден один из механизмов. Для возобновления работы часов необходимо не только заменить испорченную деталь, но и провести ремонтные работы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение старинного механизма. У них сломалась деталь, которую пришлось заказывать в Германии. Все это произошло из-за того, что здание уже старое и механизм немножко опустился. В итоге деталь испортилась, ее заказали. В течение месяца, я думаю, 1,5 максимум, часы будут запущены. Саму конструкцию надо укрепить. Этим будут заниматься строители. Пока будет деталь идти, строители будут заниматься своим делом. То есть укреплять саму конструкцию, на которой все это держится.
Сегодня в Сухуме по улице Омара Бейгуа на стене дома, в котором жил известный абхазский поэт Владимир Ахиба, была открыта мемориальная доска. В этом доме поэт жил со своей семьей с 1999 по 2000 годы. Мемориальную доску открыли в присутствии родственников Владимира Ахиба, представителей Союза писателей, Ассоциации писателей Абхазии, общественности. Выступившие на митинге подчеркивали незаурядный талант человека, вся жизнь которого была посвящена поэзии. Один из тех творцов, я так не побоюсь сказать его слово, не просто поэт, он творец, потому что не было у него другой жизни, кроме как поэзии. Во многих литераторах можно сказать, что они вдруг какие-то неудобства возникнут, они могут отложить в сторону это и заняться другим делом. А этот человек больше ничего не умел, кроме как писать стихи, как творить. Нет ни одной неискренней строчки, и к любому слову его, любой строчке я верю, потому что это шло от души, это была его суть. 12 молодых людей из Абхазии в прошлом году стали студентами одного из самых престижных вузов России – Театрального института имени Щукина. Группа абхазских студентов была направлена в Москву по целевому заказу. По окончании учебы их ждут на родине, чтобы они пополнили ряды актеров Абхазского драмтеатра. Сегодня студентов и их преподавателя, художественного руководителя группы Елену Одинцову приняли в Министерстве культуры. Репортаж на Аллы Мукба. Театральный институт имени Бориса Щукина – один из самых престижных театральных вузов России. В 2014 году институту исполнилось 100 лет. Отличительной особенностью Щукинки является то, что ее педагоги всегда выпускники этого вуза. Таким образом сохраняется театральная традиция и культура преподавания. В этот театральный институт мечтают поступить многие. 12 абхазских выпускников в прошлом году были отобраны в Абхазии и по целевому заказу направлены на обучение в вуз. Недавно приезжал сюда Евгений Владимирович Князев, да, они были с Еленой Александровной здесь и много о вас рассказывали о ваших успехах, о том, какие сложности бывают в процессе вашей учебы. Очень тронуло то неравнодушие и абсолютная вера в то, что ваша учеба и вы необходимы нашему театру, нашей творческой среде. Для абхазской группы студентов процесс обучения организован по специальной схеме. Помимо основных дисциплин и мастер-классов, молодых людей обучают родному языку. Кроме того, в процессе учебы они будут изучать и пробовать ставить абхазскую классику. У нас немножко другая программа, она отличается от Санкт-Петербургского института. Такая медленное, поступательное движение вперед. Вот. Уже на первом курсе какие-то были неплохие моменты в учебе. Но, честно говоря, от второго курса я жду большего рывка, мощного такого. Мы читаем сейчас очень много абхазской литературы, абхазских авторов, знакомимся с традициями, с обычаями этой страны. Вот лично я очень много чего посмотрела, посетила. Из 12 молодых людей, которые поступили в институт, лишь 8 человек продолжат учебу в сентябре этого года. По словам студентов, учеба в вузе оказала на них огромное влияние. Очень много в себе познаешь и начинаешь чувствовать по-другому, как-то более тонко. Очень было тяжело первое время, мы очень боялись, все как-то разбегали, кто-то просыпал, но вроде к концу мы уже все собрались и все сделали по максимуму, как мы могли. Очень всех полюбили в этом институте. Там просто единая семья, и оттуда, правда, нам не хотелось уезжать. Начинающих актеров с большим нетерпением ждут в Абхазском драматическом театре, где внимательно наблюдают за первыми шагами и успехами абхазских студентов. В любой области, особенно в наших условиях, в наших возможностях, приоритетом может быть вопрос качества. И я сам смотрел зимой процесс учебы, экзамены, был очень воодушевлен характером, методикой, через игру, через провокацию, неназойливо педагоги раскрывали студентов.
самый сложный в плане адаптации первый год учебы уже позади. У ребят была возможность понять правильность выбора профессии. Впереди у молодых людей еще 3 года обучения, по завершении которых их ждут на родине. Нала Мукбапислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Впервые в Пицунском храме состоялся музыкально-поэтический вечер «Через слово к музыке». Концерт необычного формата состоял из разноплановых сочинений, разнообразных образов, от лирического до мистического. Поэзия великих русских классиков Пушкина и Лермонтова звучала то эпиграфом к музыкальному шедевру, то повествовала о музыкальных образах в момент исполнения произведения. Концерт приурочен к празднованию юбилейного года Пицунского органа. О сюрпризах вечера, которых было предостаточно, расскажет Нисфа Аршба. Приглушенный свет, звуки органной музыки. Мгновение спустя строчки из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Проникновенное чтение всем известных стихотворений русского классика пронизывало душу. Сказочный эльф в белых одеяниях не просто читал, а по-своему рассказывал всем известные строки. Жестоко бурей гонимый засох и увял он от голода, зноя и горе. И вот, наконец, докатился до Черного моря. Хотелось придумать такую форму, в которой можно было бы все это объединить и дать возможность людям все сразу это увидеть, почувствовать. Я очень рада, что мне предложили участвовать в таком экспериментальном концерте. И не удивлена, что предложили участвовать в экспериментальном концерте именно мне. Мои хорошие друзья, прекрасные, потрясающе интересные, очень музыкальные, талантливые артисты. Они занимаются и несут классику. И я делаю в своем творчестве экспериментальные вещи, связанные с видеоискусством, и занимаюсь музыкой, визуализирую музыку всех жанров. Я очень часто применяю методы микширования разных форм, что приводит нередко к очень интересным результатам. Завораживающие произведения Баха обволакивают. Звучание органа поражает, ошеломляет, вызывает совершенно разные чувства, оставляя глубокий след в душе. Этот король инструментов, как его называют знатоки, в этот вечер не просто царил в государственном концертном зале Пицунского храма. Он сопровождал, поддерживал, чаще говорил со своими слушателями. Я исполнял произведения Баха, Кристина пела Каччини, она пела римского-корсакова, я тоже играл произведения римского-корсакова, Иринина часть, поэзия, была сосредоточена на 2 авторах великих русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина и Лермонтова. Мне кажется, что, конечно, нам есть над чем еще поработать, но на самом деле программа довольно-таки так получилась компактная, собранная, и мне кажется, публике было интересно. Мне самому было очень интересно работать в подобном жанре, для меня это впервые тоже. Этот вечер уникальный и единственный. Его организаторы, органист Лука Гаделия и оперная певица Кристина Эшба решили сделать такой подарок Пицунскому органу, которому в этом году исполняется 40 лет. В качестве чтеца выступала известный российский режиссер-клипмейкер, сценарист, продюсер Ирина Миронова. Совмещение появилось в идеях благодаря нашему Пицунскому органу, безусловно. Сейчас юбилейный год, мы хотели сделать ему какой-нибудь большой подарок. Найти яркую личность, и чтобы концерт получился таким слиянием максимального количества каких-то потоков, каких-то жанров. Нам очень повезло, что у нас в друзьях есть Ирина Миронова, и она откликнулась на наше приглашение и предложение. Была очень заинтересована, помогла нам сегодняшний вечер осуществить. Мы очень рады ее здесь принимать. Идея оттуда, как и все.
Идею такого вечера организаторы вынашивали давно, но воплотить ее в жизнь никак не получалось. И тут вовремя подоспела помощь московской абхазской диаспоры. Несколько дней совместных подготовительных работ и удивительное микширование разных форм искусства, классической музыки, оперы и литературы вылилось в восхитительный вечер, который пришелся всем гостям по вкусу. Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. 56 800 рублей. Такую сумму собрал благотворительный концерт в Гагре. Подобного рода мероприятие впервые было проведено в этом курортном городе. В концерте приняли участие артисты абхазской эстрады, ансамбля «Фортен» и шоу-группа «Гагра». Главным спонсором благотворительного концерта, организованного в пользу фонда «Ашана», выступил оператор сотовой связи «Амобайл». Перед началом концерта на территории Гагарского дома культуры была проведена акция, которая предусматривала продажу магнитов милосердия. Вырученные средства от продажи также зачислены на счет культурно-благотворительного фонда «Ашана». Цель сегодняшнего концерта, мероприятия не только чтобы собрать средства для лечения детей, а также чтобы Гагарский район узнал о том, что филиал фонда открыт в городе Гагра, и чтобы мы могли помочь большему количеству детей, которые находятся не только в Сухуми, в Сухумском районе, но и в Гагарском районе. Участники концерта отмечают, что не только артисты, но и каждый гражданин должен сделать все возможное, чтобы дать шанс нашим детям на новую и полноценную жизнь. Хотелось бы пожелать нашим детишкам самое главное – здоровья, удачи и благополучия. То, что мы сможем с нашей стороны сделать что-то доброе, хорошее, да, мы никогда в жизни не отказываемся, мы всегда рядом с теми людьми, кому нужна наша помощь. Для генерального спонсора мероприятия компании «Амобайл» важно, чтобы туристы, посещающие нашу страну, не только запомнили ее достопримечательности и природу, но и ознакомились с древней культурой взаимопомощи у абхазов, что наше общество протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. Компания «Амобайл» на протяжении многих лет уже рядом с фондом «Ашана», и мы очень рады, что отделение этого фонда появилось уже и в Гаграх. Сегодняшний концерт подтверждает, что вот это ощущение, что нужно помогать больным детям, оно есть у всех. Очень радостно, что на сегодняшнем мероприятии присутствуют не только жители города Гагра, но и гости. Очень хотелось бы, чтобы больных детей во всем мире было меньше. Жители и гости Гагры отмечали, что всегда готовы оказать посильную помощь детям, которые нуждаются в лечении, а мероприятие, организованное компанией «Амобайл» – доброе и полезное дело. Благотворительные фонды, помощь детям, они должны быть частыми, потому что это предназначено детям, а дети – это будущее нашей Абхазии. Я уже наверное, года 3, как узнала об этом фонде, и вот в этом году приехали мои внуки. И с ними вместе мы решили посетить этот концерт. Мы благодарны фонду, который делает такое благое дело. Они помогают нашим детям. Детям, которые больные, родители не в состоянии сами их вылечить. И мы вкладывая свою частицу, особенно жители города, да, и показывая молодым детям, что нужно тоже творить добро. В течение вечера было собрано 56 800 рублей, что говорит о неравнодушии жителей и гостей республики к судьбе тяжелобольных детей. Это первая подобная акция фонда «Ашана» в Гагре. Рената Шакая, Роберт Хоми, Абхазское телевидение. Уже больше полугода существует сайт Discover Abkhazia, который рассказывает об истории, культуре и традициях нашей страны. За это время сайт обрел большую популярность. В день его посещают более 200 интернет-пользователей. Вся информация на сайте на английском языке. Его автор Софи Ройл, студентка Болтонского университета. София сегодня находится в Абхазии. По собственному признанию, она является большой поклонницей нашей страны. Я уже знала много людей из Абхазии, и они мне стали помогать. И изначально мне было интересно поделиться информацией со своими родственниками, родителями, друзьями. И так родился этот проект. У нас посещаемость 200 человек в день и около 2000 подписчиков в Фейсбуке. И, конечно, теперь ей будет легче рассказывать людям в Абхазии, потому что у нее есть собственные впечатления.
Красивая природа, гостеприимные люди, все как она ожидала. Конечно, она будет продолжать делиться этим. Все люди патриоты Абхазии и действительно хотят помогать, что-то менять в стране и живут вместе с сообществом. Абхазия приняла больше сирийских беженцев, чем ее родина. И для нее это очень важный вопрос. Абхазия приняла более 500 сирийских беженцев, в то время как Великобритания примерно 200. И это очень важно для нее, что правительство Абхазии сделало так много. И это показывает, что Абхазия – это страна, которая имеет значение в мировой политике. Первый мобильный оператор Абхазии, компания «Аквафон», к своему 12-летию подготовила массу сюрпризов для своих абонентов. В рамках подписки «Парад вопросов» была запущена акция «Дюжина подарков». В столичном центре обслуживания абонентов «Аквафон» прошла церемония награждения победителей. Парад вопросов – услуга компании «Аквафон», в рамках которой каждые 2 недели проводятся акции с розыгрышем ценных призов. Абоненты «Аквафон» ежедневно отвечают на вопросы по самым разным темам. В конце каждой акции определяется победитель, ответивший верно на максимальное количество вопросов и набравший наибольшее число баллов. К своему 12-летию компания «Аквафон» подготовила сюрприз для пользователей услуги «Парад вопросов». В рамках подписки была запущена новая акция «Дюжина подарков». В ней приняли участие более 150 абонентов. Акция «Дюжина подарков» является завершением ряда конкурсов от «Аквафон», которые были приурочены ко дню рождения компании. Совсем недавно в стенах этого центра обслуживания мы награждали победителей акций, также приуроченных к 12-летию «Аквафон». Это «Лучшая находка», «Объединяя лучшее» и конкурс детского рисунка «12 лет «Аквафон». Сегодня мы наградили 12 человек, победителей акции «Дюжина подарков», которая проходила в рамках подписки «Парад вопросов». Главный приз – смартфон iPhone 6 достался Алисе Кварче. Именно она набрала наибольшее число баллов и заняла первое место. Алиса в подобном конкурсе участвует впервые и по собственному признанию не ожидала, что выиграет. Я хочу выразить огромную благодарность компании «Аквафон», так как она является не только надежным оператором сотовой связи и интернета, но также проводит различного рода мероприятия, в частности, такие как «Парад вопросов». Я тоже решила принять участие. Так получилось, я выиграла, очень довольна. Первое место, что очень рада, большое спасибо. В тройку лидеров вошли еще 2 абонента «Аквафон». Анета Амичба, которой достался планшет Apple iPad mini. Фатима Бения, занявшая 3-е место, получила денежный приз в размере 12 тысяч рублей. Остальным участникам акции были вручены ценные призы и памятные подарки. По словам сотрудников компании «Аквафон», они не собираются останавливаться на достигнутом. В перспективе множество акций, способствующих укреплению связи между компанией и абонентами. Хочется отметить, что подобные конкурсы являются для компании «Аквафон» возможностью сказать спасибо каждому абоненту «Аквафон» за преданность, признание и доверие. Крепкая связь поколений – девиз «Аквафон». Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Важным направлением государственной политики Абхазии является развитие спорта и налаживание международных спортивных связей. Планы по проведению международного турнира по настольному теннису в нашей стране обсуждались сегодня на встрече председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Абхазии Баграта Хутаба с президентом Восточноевропейской лиги по настольному теннису Александром Марусичем. Юные абхазские спортсмены при поддержке руководителя Восточноевропейской лиги по настольному теннису несколько лет подряд под родным флагом выступали на международных соревнованиях в России. В 2016 году планируется провести подобное мероприятие у нас в республике. Есть такое предложение провести у вас первенство Восточноевропейской лиги с приглашением стран бывших СНГ и, может быть, стран каких-то Европы. Но над этим нужно еще работать. Я хочу сказать сейчас огромное спасибо вашему министру, потому что он поддержал эту идею. Мы планируем это провести, если все у нас будет складываться хорошо, в ноябре 2016 года. Сейчас будет верстаться календарь. А мы будем в течение этого времени работать над теми странами, чтобы их сюда пригласить, и над организацией этого мероприятия. Поэтому я надеюсь, что
Абхазия вообще, она дружит со спортом, и спорт вообще помогает, наверное, всем нам. В Гагре стартовал традиционный международный турнир по теннису, посвященный памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. Турнир проходит на теннисных кортах в парке имени принца Ольденбургского. На церемонии открытия присутствовали мать героя Абхазии Арзамета Тарба Гули Кичба, первый вице-премьер Шамиль Адзенба. Генеральным спонсором турнира на протяжении нескольких лет является оператор сотовой связи Амобайл. Подробности в материале Ренаты Шакая. С каждым годом увеличивается география и количество участников соревнований. В этом году на турнир приехали мальчики и девочки в возрасте от 9 до 14 лет. В общем, 60 человек из разных городов России. Абхазию представляют воспитанники теннисных школ Сухума, Гудаута и Гагры. Я уже хожу 2 года на теннис. Мне нравится, я хожу сам. Никто из моей семьи не ходит на теннис, кроме меня. Я участвовал в первенстве Абхазии по теннису в Сухуме. В Гаграх тоже вот здесь турнир был. Я занимал 1 и 2 места. Ехали изначально на 4 турнира. Мы играли турниры в Сочи и в Адлере. Просто ехали уже как бы на море, отдохнуть. И давно здесь не были. Увидели турнир в расписаниях, там, в сетке. И решили заявиться сюда. Я очень хочу заниматься дальше теннисом. И мне даже на кепке расписался Кафельников. У нас очень талантливые дети, успешно выступают на международных уровнях и выигрывают, поэтому их необходимо поддерживать, считает президент Федерации тенниса Абхазии Тамас Абгаджава. Я думаю, что наши дети, наши спортсмены проявят себя, потому что всегда повышается их квалификация, и нам приятно видеть, когда побеждают и наши спортсмены, и дети, которые приезжают сюда к нам в гости. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба выразила благодарность организаторам и отметила, что подобного рода мероприятия способствуют увековечиванию памяти героев, погибших за Родину. К сожалению, единственное, что он не проводится в столице Сухуми, где всегда до войны такие турниры проводились. Но есть уже у нас надежда, что корты восстанавливаются, и центральный корт, и корты на берегу. И уже там, в столице, тоже будут проводиться такие международные, такие весомые турниры. И нашим детям там даже было бы удобнее тренироваться. На протяжении нескольких лет компания Амобайл поддерживает теннисный турнир имени героя Абхазии Арзамета Тарба. Подготовила для победителей кубки, медали. Всем участникам турнира оператор связи презентует ценные призы. Данное мероприятие для нас очень важно. Ценность мероприятия не только спорт, к которому компания Амобайл относится очень положительно. Детский спорт для нас всегда был очень важен. Но дело в том, что этот турнир посвящен Арзамету Тарбу. Это герой Абхазии, память которого это важно для всех, для нас. На закрытии мы планируем сделать небольшой праздник. Ждем всех гостей, жителей Гагры на закрытии турнира. Этому международному турниру присвоена 4-я категория в рейтинге теннисных турниров. Главный спонсор компании Амобайл обещает сюрпризы для всех участников соревнований. Завершатся они 20 августа. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Министр юстиции Абхазии Марина Пиля примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 21 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 21 августа, гость студии министр юстиции Абхазии Марина Пиля. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. А сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 83 копейки, евро 72 рубля 92 копейки. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 32-34 градуса. Температура морской воды 28 градусов.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.